У аллеи памяти в Назрани сразу бросаются в глаза молодые люди в одинаковых футболках и головных уборах. Таким образом, привлекая к себе внимание, воспитанники Республиканского центра творчества детей и юношества раздают сотни георгиевских ленточек. Подобные акции традиционно стартуют по всей стране за 2 недели до главного праздника страны – Дня Победы. Цель разъяснить, какой ценой досталась победа, чтобы была преемственность поколений, что дети помнили. Начало акции было положено в год 60-летия победы в Великой Отечественной войне в 2005 году. Именно тогда на улицах российских городов впервые появились черно-оранжевые ленточки. Во времена Великой Отечественной войны они украшали высшую армейскую награду – Орден Славы. Цвета ленты черные и оранжевые означают дым и пламя, а также означают личную доблесть защитников России, которые сражались на поле боя. Абдулмалик Камурзоев на акцию принес фотографию своего деда, участника войны. Салман Камурзоев был пулеметчиком. Дедушки Абдулмалика не стало, когда мальчику был всего год, но дома ему часто рассказывают военные истории. Друг его рассказывал моих домашних, когда он умер, что он с пулемета стрелял смело, не боясь, убивал противников, защищал друзей. В акции принимают участие около 30 воспитанников центра. Это учащиеся с 5 по 10 классы. У каждого из них свой талант и свои предпочтения, которые развивают в Центре творчества и юношества. Кто-то танцует, рисует или вяжет. Но чтобы помнить о героях, погибших в годы войны, не нужно никаких дарований, необходимо лишь благодарное сердце. В этот день хочу пожелать позабыть наконец о ненастьях. Пусть успехами радуют вас ваши правнуки, внуки и дети. И пускай каждый миг, каждый час солнце ласково в жизни вам светит. Акция раздачи символа победы уже давно вышла за пределы страны. Двухцветные ленточки передают из рук в руки по всему миру. Продлится патриотическая акция вплоть до 9 мая. Залина Могушкова, Магомед Русханов, Новости 24.